Так, сейчас попробуем зайти здесь. Здесь все так заросло. Ребята. Ой. Граффити, смотрите, даже тут есть. Увидеть, как изнутри выглядит режимный объект, сегодня задача несложная. В сети полно роликов о том, как молодые люди довольно спокойно проникают на территорию аэропорта в Соколовке и исследуют стройку века. Вот, к примеру, одна из таких записей. Здесь все так достаточно красиво. Удивительно то, что кафель не упал. Ребята, удивительно. Молодой человек беспрепятственно проходит в недостроенное здание аэровокзала, проходит через административно-хозяйственный блок и оказывается непосредственно у терминала. За время съемки мужчина не раз говорит о том, что находиться здесь опасно, ведь здание изрядно обветшало, а кругом еще и следы былых диггеров и сталкеров, которые также нанесли немалый урон. В 2010 году здесь были стекла, здесь были стекла. Тут все было остеклено. А сейчас этого нету всего. Здесь все было целое достаточно. Тут были целые стекла. Это странно, когда они... Может быть, дети разбили, не знаю. Такое чувство, смотрите, их спилили. Их спилили, это спилили их. В 2012-м здесь и вправду сильно покуражились. Организовали парк ужасов. Любителей острых ощущений отправляли на прогулку по заброшенным помещениям в темноте. Впрочем, бизнес не пошел. Новых экскурсий нет уже несколько лет. Возможно, у организаторов все-таки возобладал здравый смысл. Ведь рисковать приходилось жизнями. Тем временем в прошлом году Коми межрегиональное территориальное управление Росавиации признало заброшенный аэропорт опасным. Так крыша разобрана и протекает. Из-за воздействия погодных условий металлические конструкции внутри и снаружи имеют высокую степень коррозии. Все это может привести к обрушению ферм и плит железобетонного покрытия. В целях предотвращения несчастных случаев бесконтрольный доступ людей в объекты незавершенного строительства на территории аэропорта запретили. А началась эта история в 1982 году. В советские годы объект Соколовки начали возводить как замену действующему в центре Сыктывкара аэропорту. Уже тогда он не отвечал требованиям безопасности. На его месте должны были появиться жилые кварталы и новые дороги, связывающие различные части города. Впрочем, в конце 90-х финансирование работ Соколовки прекратилось. Тогда готовность объекта достигала 80%. В начале 2000-х их снова возобновили. Новый долгострой вошел в федеральную целевую программу. По ней из российского бюджета на протяжении 5 лет выделялось в среднем по 40-60 миллионов рублей в год. И это совсем не способствовало скорейшему завершению работ. Окончательно финансирование проекта прервалось в 2009 году. Тогда его стоимость составляла уже около 3 миллиардов рублей. Сегодня, чтобы достроить и восстановить утерянное за годы, потребуются не меньшие, а даже большие суммы. Я вам хочу сказать, что то, что было заложено по проекту, и то, какие здесь, конечно, вырисовывались перспективы, то в свое время они были не безосновательны. Поверьте мне, что люди, которые принимали в свое время решения, они отдавали себе отчет, они изучали все очень досконально. И то, что здесь уже было реализовано почти на 70, а то и 80%, и в определенный промежуток времени просто не имело дальнейшего развития и продолжения, конечно, надо сказать, что это печально, но не безнадежно. Надежду глава Коми дал в октябре 2015-го, когда только прибыл в наш регион. Тогда своей команде он поставил четкую задачу. Вопрос необходимо выносить на федеральный уровень. Нужно продолжать доказывать важность аэропорта и привлекать специалистов, а также инвесторов. Эта работа велась на протяжении последних 3 лет. Так, в сентябре 2016-го Сергей Гапликов отмечал, что аэропорт Соколовки должен стать транспортным хабом, который свяжет все соседние регионы – Кировскую и Архангельскую области, а также НАО и Ямало-Ненецкий округ. А годом позже прозвучал предложение включить аэропорт Соколовка в федеральную программу развития транспортной системы России. И вот итог. Интерес к долгострою проявил Новопорт Холдинг. Это компания, которая входит в корпорацию АЕО. Планируется проведение комплексных исследований текущего состояния объекта, начало проектирования и создания проектно-сметной документации, чтобы прийти к выводу о том, какая часть комплекса может быть восстановлена, что требуется построить заново. Выработка единого мастер-плана развития аэропорта и в дальнейшем уже начало инвестиционных процедур. Было правильно выбрано стратегическое место, где находится аэропорт. Он необходим не только с точки зрения развития города и республики, он имеет важное положение как на Северном Урале, так и для осуществления транзитных сообщений.
Правительство Коми и инвестор уже заключили соглашение. Стороны собираются создать условия для реконструкции аэропорта Соколовка. При этом Новопорт Холдинг выражает готовность вложить средства в строительство необходимой инфраструктуры будущего транспортного узла, но после прохождения соответствующих конкурсных процедур и разработки проектной документации. Строительство аэропорта регионального значения, мы считаем, что этот проект значим для Республики Коми, конечно, находится в стриме приоритетов развития деятельности ВЭП с точки зрения финансирования проектов, и не только финансирования, но и помощи в упаковке. То есть мы как группа ВЭП осуществляем ряд функций, в том числе на предпроектной стадии. Мы считаем, что данный проект позволит увеличить пассажиропоток, придать правильные стандарты обслуживания пассажиров, что очень важно в текущем состоянии текущего проекта, а также улучшить городскую среду самого города путем выноса данного объекта транспортной инфраструктуры за его пределами. Правительство Коми, в свою очередь, готово оказать содействие при привлечении федеральных средств для реконструкции авиационной части. Это взлетно-посадочная полоса, рулежные дорожки, стоянки, навигационное и светотехническое оборудование. Так, республика уже подала заявку Министерству транспорта России на включение проекта в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Любовь Лапина, телеканал Юрган.